О чем может думать мужчина, находясь рядом с любимой женщиной, которую он искал целых 10 лет? Казалось бы, ответ незамысловат: или о любви, или ни о чем. Вариантов может быть много или не быть вообще, ибо ни один из мужчин не будет тем самым мужчиной и ни одна женщина. Впрочем, именно та самая герой повести Гайто Гозданова «Вечер у Клэр». Так считает автор, и его право выбирать образ мыслей своего героя. А потому нам остается согласиться с тем, что русский иммигрант, интеллигентный мужчина не найдет для себя более приемлемого занятия, чем предаваться воспоминаниям. Перед нашим героем проносится вся его жизнь со всеми, кто его когда-то окружал, кто так или иначе взаимодействовал с ним, оказывал хоть какое-то влияние на его формирование и судьбу. Повествование ведется от первого лица, а все описываемое – люди, места, события – подаются через призму восприятия рассказчика. Гозданов все время прерывает свой рассказ замечаниями в сторону, соображениями, наблюдениями, стремится в самых обыкновенных вещах увидеть то, что в них с первого взгляда не видно. Он пренебрегает фабулой, внешним действием, рассказывает только о своей жизни, не стараясь никакими искусственными приемами вызвать интерес читателя, считая, что жизнь интереснее всякого вымысла. И действительно, всю книгу прочитываешь в один присест, без ослабления читательского внимания. Немаловажной является биография Гайто, так как роман «Вечер у Клэр» является автобиографичным. Выходец из осетинской семьи и петербуржец по духу, белогвардеец, в ранней юности познавший трагедию гражданской войны и изгнания. В эмиграции нищий, чернорабочий, водитель ночного такси и масон, участник сопротивления, сотрудник радио «Свобода». Революция застала Гайто в Харькове, где они поселились с матерью после смерти отца и сестер. Там он и познакомился со своей первой любовью Татьяной Пашковой, названной за белокурые волосы Клэр, что в переводе с французского означает «светлая». Окончив всего 6 классов в возрасте 16 лет, Гозданов в 1919 году ушел на фронт в ряды добровольческой армии генерала Врангеля, как и главный герой книги Николай Соседов. В 1929 году, спустя 10 лет после расставания с харьковской возлюбленной, Гайто написал почти автобиографический роман «Вечер у Клэр», герой которого Николай вновь обрел свою любовь в Париже. Душа человека, как правило, недоступна окружающим, и ему самому не всегда ясна. Так и у Гозданова главное место действия занимает не тот или иной город, не та или иная комната, а душа автора, его память, пытающаяся разыскать в прошлом все, что привело к настоящему, и делающая по дороге открытия и сопоставления. Максимальная приближенность к жизни, охват огромного числа проблем социальной, духовной жизни, глубокий психологизм и чувственная выразительность, ощущение дыхания жизни, ценности каждого мгновения. Этим и интересен роман Гайто Гозданова.